В Кыргызстане в рамках ГЧП создано совместное предприятие «Кыргызалтын-Ювелирпром». Президент Садыр Джапаров сегодня посетил предприятие «Кыргызский ювелирный завод «Алтын», на базе которого в рамках механизма государственно-частного партнерства создано новое предприятие, участниками которого стали «Кыргызалтын» и ОСО «Кыргызский ювелирный завод «Алтын». Глава государства ознакомился с технологическим процессом и осмотрел производственные помещения. Президенту рассказали, что новое предприятие нацелено на восстановление отечественного производства ювелирных изделий, модернизацию производственной базы, реконструкцию имеющихся ювелирных заводов, а также создание благоприятной среды для развития бизнеса. Кроме того, проект нацелен на обновление оптово-розничной сети по реализации ювелирной продукции отечественного производства как внутри страны, так и за рубежом. Отмечается, что в настоящее время активно прорабатывается возможность развития сектора внутренней переработки добываемых драгоценных металлов, что будет способствовать решению таких важных задач, как рост объемов национального валового продукта за счет развития цепочки добавленной стоимости при переработке, пополнения бюджета за счет налогов и создания дополнительных рабочих мест для граждан. За счет основных налогов в случае продажи добываемых объемов драгоценных металлов в виде ювелирных изделий поступления в бюджет будут существенно увеличены. Садыр Джапаров отметил важность наращивания объемов золотодобывающей промышленности страны и извлечения максимальной прибыли от ее деятельности. Президент поставил задачу к январю 2022 года увеличить объем перерабатываемого золота в республике, вместо того, чтобы вывозить весь этот металл, как на сегодняшний день это существует, за рубеж. Поэтому для этой цели будет закуплено новое оборудование, созданы новые рабочие места, и планируется увеличение этих рабочих мест до 5000 человек. Основное преимущество того, что мы будем вывозить переработанное золото на территории республики за границу, даст Кыргызстану дополнительные налоги, дополнительные рабочие места, дополнительные социальные отчисления –